В минувшие выходные состоялся второй тур выборов в Народное собрание Гагаузии. В 14 округах был проведен второй тур выборов, а в 4 округах было проведено повторное голосование по первому туру. На всех избирательных участках присутствовали наблюдатели от общественной организации «Пилигрим Демо». Ими был выявлен ряд нарушений. Избирательный участок номер 6, окружной избирательный совет номер 3. Наблюдателям была замечена попытка нарушения тайных голосований, а именно попытка произвести видеосъемку голосующего избирателя гражданином, который привел данного избирателя на участок. То есть был осуществлен подвоз, кто-то привел на избирательный участок кого-то и попытался сфотографировать для того, чтобы проконтролировать, как тот голосует. Избирательный участок номер 2, окружной избирательный совет номер 1. Интересная ситуация, дополнительные списки с первого тура не использовались. Почему-то во втором туре начали новые дополнительные списки. И по результатам дня голосования вчера в эти дополнительные списки было включено 118 человек, в то время как в первом туре голосования в дополнительные списки было по избирательному участку номер 2, окружной избирательный совет номер 1, было включено 84 человека. Хотя по закону используются те же самые списки, что использовались в первом туре. Еще одна попытка голосовать людьми, скажем так, избирателями-мигрантами, да, с других округов была предпринята избирательном участке номер 4, окружной избирательный совет номер 2. 7-8 человек по оценке наших наблюдателей, которые в первом туре голосовали по их данным в селе Буджак. То есть та же самая миграция избирателей. Мы видим, что этот феномен достаточно часто использовался в самом Камрате, в различных округах. Интересная ситуация была на избирательном участке номер 16, окружной избирательный совет номер 6 Чудерлунги, да. Инцидент, мобильная урна выехала голосовать. Значит, голосование на дому или с выносной урной голосовало 2 человека, мужчина и женщина. Сначала проголосовал мужчина, потом проголосовала женщина. После того, как проголосовала женщина, мужчина закатил истерику и сказал, что он увидел, как проголосовала женщина, закатил истерику и добился того, чтобы участковое избирательное бюро выдало ей женщине еще один бюллетень. То есть женщина, получается, проголосовала 2 раза. И только на основании того, что мужчина закатил истерику, они для того, чтобы усмирить ситуацию, выдали ему еще один бюллетень. То есть, наблюдается то, что участковое избирательное бюро не обеспечило тайну голоса, это 2, и пошла на поводу у избирателя для того, чтобы усмирить ситуацию. Да? Вот мы наблюдаем, в принципе, вот эту попытку контролировать голоса избирателей, и в целом наблюдается такой очень низкий уровень образования среди населения в области выборов, да, и отсутствие уважения к, скажем так, к тайне голосования и к достоинству другого человека. Но в окружном избирательном совете номер 4, избирательный участок номер 9, была попытка, значит, не попытка, а такой инцидент. Вечером количество подписей в избирательном участке оказалось меньше, чем количество бюллетеней, извлеченных из избирательных урн. Да? Оказалось, что избиратель то ли забыл подписаться в избирательном списке, то ли что там произошло. Но напротив, получается, фамилия избирателя была подпись члена участкового избирательного бюро. То есть, и была предпринята попытка найти этого избирателя, привести на избирательный участок, чтобы он подписался постфактум в списке избирателей, для того, чтобы у них сошло количество подписей в списке избирателей, количество бюллетеней извлеченных из избирательных урн. В округе номер 10 Вулканешты выборы не состоялись в связи с низкой явкой избирателей и будут проведены снова. Второй тур голосования пройдет в округе под номером 5 Чедерлунга и под номером 13 Бишалма.